Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика», в студии Алела Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Профессиональный праздник. В Грозном состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Новые достижения в медицине. Присутствие каждого детства утверждает важность совместной работы в вопросах улучшения диагностики и повышения эффективности лечения наследственных болезней. Благодаря усилиям ведущих ученых мы приближаемся к тем временам, когда ни одно заболевание не останется незамеченным. Хутмат Кадырова приняла участие во Всероссийском научно-практическом конгрессе в Москве. Что обсуждали на конференции, смотрите в нашем выпуске. В Чеченскую Республику прибыл председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов с рабочим визитом. У республики есть потенциал, в том числе для развития туризма. История очень интересная, очень древняя история у региона. Очень интересные люди живут, очень много достижений. Какие организации посетил чиновник, расскажет наш корреспондент. Свой вклад в победу вносят не только бойцы на передовой, но и простые граждане, не безразличные к будущему нашего государства. Меценат и владелец конюшни Dark Stable Хамзат Закаев передал 10 внедорожников УАЗ-Патриот для нужд наших военнослужащих, защищающих интересы России в зоне проведения специальной военной операции. Рамзан Кадыров поблагодарил за патриотический поступок сына известного коновладельца, в честь которого назван ипподром в Грозном Саид-Хусейна Закаева. Глава региона отметил, что именно такие действия, направленные на обеспечение бойцов, должны стать примером для всех, кто считает себя частью большой многонациональной семьи «Россия». Да, Jimmy Walker лучше, عمل حاجة أقول بإذن أقول ده وين شو أحسن من عنده وين أقول يربون وين تزع إن شاء الله الليلة Представители медицинской сферы региона отметили свой профессиональный праздник. Почетным гостем мероприятия стал глава региона Рамзан Кадыров. На праздновании подвели итоги деятельности здравоохранения и прошло торжественное награждение отличившихся медицинских работников. Продолжил Турпал Али Тайсумов. Дети в ожидании своего главного пациента. Он прибудет с минуты на минуту. У маленьких врачей имеется все необходимое для проверки здоровья. Прибыв на мероприятие в честь Дня медицинского работника, глава субъекта Рамзан Кадыров прошел диспансеризацию на приеме у будущих врачей. Как признается пациент, самочувствие отменное. Сертификат, подтверждающий стопроцентное здоровье руководителя субъекта, вручается сразу. Здравствуйте, Рамзан Ахматович. Есть у вас какие-нибудь жалобы? Пока нет дома. Разрешите померить вашу температуру? Да. Ваша температура 36,6. О. Можно
услышать ваше сердечко. Давай. Дышите, не дышите, дышите, не дышите. Поздравляю, вы абсолютно здоровы, а сейчас мы вам выдадим сертификат здоровья. Сейчас не можем туда? Ахмад, сила, Аллах Акбар. Аллаху Акбар. Все. Молодцы, Дон. Очень важный документ. В зале 20 жест собрались доктора, профессора наук, а также члены правительства. Медицина в регионе развивается семимильными шагами. Благодаря нацпроектам в 2023 году построены 14 новых объектов здравоохранения. В медучреждения поставлены более 1000 единиц различного оборудования. Передано 166 единиц автотранспорта. Министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов выразил слова благодарности в адрес руководства региона за оказанную помощь в развитии данной области. Чиновник заверил, что в дальнейшем успехи будут только приумножаться. На современном этапе, благодаря огромному вниманию главы Чеченской Республики героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и постоянной поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова Далазут Обалдольцон, наши медицинские учреждения оснащены самым передовым оборудованием, в них созданы лучшие условия для пациентов. Но совершенно очевидно, что никакое оборудование, никакие технологии не принесут никакой пользы без самого главного, незаменимого участия в этой важнейшей миссии наших дорогих врачей. Хочу выразить слова искренней благодарности врачам и всем медработникам за их участие. Очень значимый, благородный труд. От души поздравляю вас с профессиональным праздником. Далдейл Дольшу. Особую признательность хочу адресовать главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову и президенту регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Далазу Обалдылу, многоуважаемой Эмане Есиевне, за их постоянную помощь и поддержку в медицинской сфере республики. Аллах рейс халшун далсаду нагилуштин. Также, пользуясь случаем, хочу заверить вас, Рамзан Ахматович, что мы приложим все усилия для дальнейшего развития сферы здравоохранения. Будем привлекать лучших специалистов, в том числе зарубежных, внедрять новейшие методики диагностики и лечения и сделаем нашу медицину более доступной и качественной. Да, Амула. Да, Аберт Киомасери. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Глава региона Рамзан Кадыров рассказывает, что в свое время первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, заложил фундамент для становления здравоохранения. В то тяжелое время лечить людей было сложно, однако сегодня все обстоит иначе. Прекрасные условия и квалифицированные работники эффективно занимаются оздоровлением пациентов. И он гордится каждым, кто трудится в данной области. لار يز ليرن باب يز دائما على دون هنداش شيء دونا دائم دنيا جوا هولش وش تقول شيء علون لك لور دونا وزتك موات دون صنش تجي حج وقت يهودا شو حج وقت صنت إخوات وقت دالا حشاول حوشل غينا بوش خلش دون أشو صنش نخ تان غوليش تان دربديش تان أرتدل عيش خليج دون شجع دونا دال دقديش نعدو دال خارج نعدو شو دال ديكنز بيجمع بولسن دال شن دون تان تونش تان دربد خريسلات دو يوش بل دون مولالات دو يوش بلنيز تولج أقول كل ين دعوته هون أنا أصلا أتوبل شن قطع شيء دون ديشر دقة شيء دون قطع دون خال صودا قردون قيمش كع صوبا قردون شو دا دويل دون عند شيء دون هور دينا خم خيتلوش دون مصو ما ولا ألس such that some don ordinat yake wieshu amu wieshu don tsundela way maga ardona de ardon o dawul chena don tsa kategorie holjo shu o vi pri don awu dosh don professor uchon akademik da qas dawul qadon aqadon am wiesh shul shu qadon kel don human yake wieshu don am oladon way maga 12 lurs budon 12 uur van Bonelch. Heel wij maken operatie in doen.
baştan ben diyavaklar, Germanivikler, İsrailivikler, Davik, Germanivik, operasyon, mu inte mycket och professionella operationer, man gör och kvarten operationer hela le boan operationer tetsbol håller det stan, mulch med det var ju och lurstona, professionellt budan, ahugdan. Det lade lursen molnmaskinen letadus tsadan var nahdan. Och där vid det shadan som särendan som det lärdan eller kisandan som det ledan och vad balniska sugar astok lu eller hunadn eller och awladan molndan kisandan شيواوين شي دقلي جادن دعدولن دون يبوخ من دعوج يعني كيسن سوام داق اي شيء سوام داق عن يوش وريدون اوغلي يوق ياليوش بوخ بدون دقليستر اوغلي خلو ما دويدون بوخ بن دعوج شو تگن دون لكي غاوين وخاوين و تگوش ويت دون يا اخيوش هور دين عشان تعدون بوخ بش اي شيء شو تگ دون ليلين و تگ دون ازجيح ليلو بيش فرصو الوار واحد مول ولا دون جيح ليلو بيش فرصو هم ال تگ دون is dan zo'n site uit dan een master geweest wordt dan als wat dat mooi na zo wordt je en al dan daar luur na dan zijn deel dan de laatste dan omdat je dan zo'n lekker dat dan zo'n gezag dan is traditie wordt dat je mooi was na dat dan terug دائم على dat dan دائم CD لا شغله dan علم تجيب لوري dan يخبر دوت شو تك is dan ايش تقول dat dan. Руководитель республики не оставил в стороне тему псевдодеятельности недоброжелателей в социальных сетях. По его словам, делая различные вбросы о якобы тотальном взимании платы в клиниках или же неоказании помощи в стихийных бедствиях, один из которых застал накануне регион, сплетники за границей просто выставляют себя на смех. На таких, в кавычках, людях не стоит акцентировать внимание, подчеркивает политик. وين مولود باتشتون هيتسا دورو ما متودون حدوش مشان جادون يزدن دو داستون كذلو عدونه ايلين زديال شلاش اد بينا زديال نغلط دون كروتش دون سراج ديتشو قد يعني نتسر دون شين دون دستويرني انفورماتور 100% بقدو يبقى يعطيش اوتو بيتش مش فتازون واخو نوتش يشابو مجد يتزعنهم دون شين دون دوينش بوش دون وعاهو دون خبر دوس دون يو عشان يتق وعاهين هروقعو هربلا وتسردينو دقيتش هم يحصيش دون يو وعاهو خبر دوس دون هون دوس والله دوس شاسبيتوش دون بابا ويش فودل شين كم برماتيوش شاتسيد دون زعن يعولون ديل سو أهو بحثي يحكيت الدرجاتي هند أتشارع تون يوق دون كمبرماتي كرا دون حتى جاي كان يقول تبعك كان صار هو أتديس ألا دون حدود الزر دون صار يوروبين هما إعداد هون صار جزء هما إعداد هون يدعي عن الشيء نشتون صار سامة إعداد صار دون إسرائيل عبولجان تبغى نشيت بولجان تون إعداد هون هند صار دون صار خزينش بقوة الزاد ثم قال أنا جيت خزينش دون شأل ببقوة يتسأل دون إيش وين لول بقدون صار وين دو تقول لك دون دو ما تيجي دون كن وشوا يصير دون خلوا حاله خلهمش استغلهمش أودنا يلا غوش ديش خبرش دوسر صار دون توقت عيال ردني يولين يقدم موخ بلد دودينا نشين ساعة توقت عيال لك دون بيسن دودينا أكسبيزالنا بروستيرت بيش دون صار دون شيخ شكو توقت عيال يوقر توقت عيال ومش عادو شو عيدل دون صبردي هاي دون دون نيبقدم بولجا بلنيش كا وقع مثلا تشتغيتنا دون سيغا توكيو موسو متا دون ويش متا توكيو حقات تيلش خيدي يتلتو ديش منو دون ولشب نبالج ويت سيغا دون يعيش على ليتش دون يتلت صبردي دون سيخ مالو دون عطيه صبردي دون دوش دو بل موحبو ادمو ديش دون حشو عويجن عشنا صح شي صح دالت صبر دي انا وست اج ومش عادو حدول تشيخ دون اهو سام واي الا وش وت ماش دون يعني يكيل داستون ودبي دون دنيا جو او يخشل دون غور حشو يغن
Ash, maar dan nach met de balbox dan. Ja, maar ook, maar het diniel. Zalig schatsksten dan, machines dan, goeiekstan, zo'n toerisme dan, daar Dubai dan. Grozna dan, shitjal gaat dan. Shinsalan, toch daar la dan, weinig dan, daarna is voor dat zaak. Zo bij dit zelden dan, wij dan. Твакпёч, хидоч, я амайоч дон, газёч, ин медуй дац дон. Природное явление дон, мохт бег бадон, полностью дон, твак айрюин мосумет дон, здание чуходи, мосумах, это ахуди дош дон. Чуди алхамдулилlah дал хасан будон, вы юх метхот ищешь дон, дал мола дон, вы оши даджа деш, дизадиш дон, таган хасан хазадош дон, ишт мерш дон, хаз дон. Machka dan, Susan dik dan, derb de nacht dus dan, der doe dan, dala, shuchas deze dens dan, der toch wij, shu wij moesten dan, daar toch daar wel dan, daar should gewoon eerst met wel, eerst dan Duits met de ziel dan, daar toch daar wel dan. В ходе церемонии награждения по случаю праздничной даты указом президента Российской Федерации, орденом Пирогова и медалью за храбрость второй степени были отмечены Рукман Бартиев, директор Центра медицины катастроф в субъекте, и Татаев Магомед, врач-оториноларинголог клинической больницы номер 3 города Грозного. Руководство республики, руководство высоко оценило тот наш скромный труд. И хочу сказать огромное спасибо. Мы не подведем, мы еще в строю, порох еще сухой, так что мы готовы по первому зому в любое направление принять то посильное участие, которое можем оказать мы. Для меня эта награда в первую очередь означает внимание ко всем медицинским работникам, которые, не покладая рук, так скажем, не жалея сил и здоровья, работают на благо нашей Родины, не только на территории нашей республики, но и, как оказалось, за ее пределами. Указом главы субъекта медалью памяти Ахмата Хаджи Кадырова был поощрен министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов. Алханов Адам Русланович, министр здравоохранения Чеченской Республики. Высшей награды субъекта ордена Кадырова удостоился Умар Байсаев, заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики. Байсаев Умар Сулейманович, заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики. Почетное звание «Заслуженный врач Чеченской Республики» было присвоено Весмираду Алиеву, помощнику министра здравоохранения субъекта, и Розе Мовсаровой, заведующей отделением пульмонологии Республиканской клинической больницы имени Шахаба Эпендиева. Прочие отличившиеся сотрудники данного направления были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Медалью за заслуги в сфере здравоохранения также поощрили и самого Рамзана Кадырова. Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики. Вечер продолжился концертной программой в исполнении национальной эстрады. Работа врача – это лечение и спасение жизни человека, и благодаря созданным условиям их деятельность стала максимально полезной и эффективной. Турбул Алита Исумов, Аслан Ахматов и Саид Селим Мампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Заместитель руководителя секретариата главы и правительства, куратор сферы здравоохранения Хутмат Кадырова приняла участие в 6-м Всероссийском научно-практическом конгрессе, который прошел в Москве. Это уникальная площадка для обмена опытом в области диагностики и лечения редких заболеваний. Мероприятие собрало ведущих ученых из России и стран СНГ. Выступая перед собравшимися, Хутмат Рамзановна зачитала приветственное письмо главы региона Рамзана Кадырова, адресованное главному внештатному специалисту по медицинской генетике Минздрава России академику Сергею Куцеву, а также всем участникам события. Она подчеркнула готовность Чеченской Республики поддержать любые инициативы по развитию медицинской генетики. Присутствие каждого здесь подтверждает важность совместной работы в вопросах улучшения диагностики и повышения эффективности лечения наследственных болезней. Благодаря усилиям ведущих ученых мы приближаемся к тем временам, когда ни одно заболевание не останется незамеченным. И сегодня в центре внимания очень важная тема, показывающая огромное стремление к развитию медицины и поддержке наших граждан с редкими заболеваниями. Чеченская республика активно участвует в развитии генетической медицины в России. На данный момент в разработке находится идея полного генома семей с особенными первенцами.
что в будущем позволит эффективно выявлять причины наследственных заболеваний. Мы убеждены, что данный проект позволит сделать подобные исследования доступными для всех семей, которые в этом нуждаются. Уверен, что этот диалог внесет большой вклад в развитие российской медицины и процветание нашей Родины. Желаю участникам и организаторам Конгресса плодотворной работы, эффективного взаимодействия и больших результатов. С уважением, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Уважаемые участники Конгресса, я всегда лично хотел бы поздравить вас с юбилеем. На протяжении более полувека вы вносите огромный вклад в развитие медицинской генетики, находясь на передовой научного прогресса. Хочу отметить, что Чеченская Республика всегда готова помочь вам в вашей миссии. Искренне желаю вам профессиональных успехов. Отдельно поздравляю всех коллег с прошедшим днем медицинского работника. Ваш труд по-настоящему ценен и важен для всех нас. Благодарю за внимание. Спасибо. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказал финансовую помощь паломникам, которым ранее оплатил путевки в хадж. Кроме этого, для них был организован ужин в рамках большого религиозного обряда Сага. Отметим, что в канун Дня Арафат в Мекке было роздано 12 тысяч голов мелкорогатого скота, закупленные на средства благотворительной организации. Паломники выразили слова огромной благодарности президенту фонда Аймане Несиевне за такую ценную поддержку. Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прибыл в Чеченскую Республику. В рамках своего рабочего визита он посетил социальный фонд в городе Шали и встретился с председателем регионального парламента. О пребывании чиновника в субъекте расскажет Валентина Гусевская. Сразу после встречи в аэропорту Грозного председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направился в клиентскую службу социального фонда в городе Шали. Ежедневно здесь обслуживают 250 граждан. Сотрудники организации показали модернизированную систему оказания социальных услуг для населения. Здесь каждый посетитель может бесплатно откопировать свои документы или связаться с руководителем отделения по видеосвязи. Также в одном здании разместили МФЦ «Мои документы». Ярослав Нилов отметил разумность применения данного принципа одного окна и предложил реализовать нововведение по всей стране. Можно сказать, что у нас на одной площадке мы можем предоставлять все услуги, которые существуют в Российской Федерации. То есть 44 услуги и 178 подуслуг наши, 162 услуги, которые предоставляет МФЦ. Также Ярослав Нилов принял участие в заседании Комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта. Главной темой встречи стала разработка проекта федерального закона о полногенном секвенировании семей с особенными первенцами и о создании по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова рабочей группы из числа депутатов парламента Чеченской Республики, представителей Министерства здравоохранения региона и территориального фонда обязательного медицинского страхования, медицинского сообщества региона, в том числе экспертов в области генетики и педиатрии. Сегодняшняя наша встреча, с одной стороны, это создать рабочую группу, которая будет как раз разбирать этот проект и отвечать на все те вопросы, которые будут перед этим проектом ставиться. А с другой стороны, в общем-то, получить поддержку законодательного собрания в той части, когда нужно будет уже выносить решение этого проекта, скажем так, на федеральный уровень.
Законопроект о полном геноме родителей с особенными детьми предложен заместителем руководителя секретариата главы Чеченской Республики, куратором региональной сферы здравоохранения Хутмат Кадыровой. Основная его задача – изучить генетические заболевания, чтобы с высокой точностью выявить все факторы и риски уже на этапе планирования следующего ребенка и предотвратить развитие болезни, а также определить, являются ли отклонения генетическими или наследственными. Для этого планируется внедрить практику бесплатного генетического сканирования. Основная цель этих исследований заключается в том, чтобы установить у родителей ребенка, у отца, матери и у самого ребенка наличие генетических мутаций, которые могут стать причиной отклонений, в том числе и отставания в развитии ребенка. Законопроект предусматривает проведение полного геномного секвенирования именно тем родителям, у которых первый ребенок является особенным. Все расходы будут покрыты за счет государства. В случае успешной реализации проект может быть растиражирован на другие регионы России. Я полагаю, что на площадках Совета законодателей эту тему точно следует обсудить, но она абсолютно логична и она актуальна для сегодняшнего времени. Во-первых, мы находимся в демографическом кризисе, у нас демографическая яма, и количество детей с врожденными заболеваниями растет, количество детей с инвалидностью растет. На это надо обращать внимание и заниматься профилактикой. По поручению Рамзана Кадырова проводится целенаправленная работа по оказанию помощи особенным детям региона и реализуются многочисленные программы и проекты, направленные на улучшение их качества жизни. В завершении рабочего дня председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов посетил социальный фонд в Грозном. Ему провели подробную экскурсию по отделению, в котором трудятся более 1000 сотрудников. Сердце социального фонда – это централизованный архив по Чеченской Республике. Его полезная архивная площадь составляет 1500 квадратных метров. Здесь хранится информация более чем о 500 граждан-получателей социальных выплат. Каждый документ оцифрован и хранится в электронной базе. Централизованный архив расположен на 5 этажах отдельного здания, которое построили специально для цели сохранения бумажных дел. Подобная система единственная в стране. Так на всех 6 этажах, так все оборудовано. Да, 36 квадратов у нас кабинета архивариусов. Составляют. Сейчас в данный момент идет инвентаризация. На территории фонда есть отдельные локации для полноценного отдыха сотрудников, зона с массажными креслами и пространство для чтения, организованное в рамках акции «Читать это модно». Гость изъявил желание присоединиться к флешмобу и направить книги в импровизированную библиотеку. В завершении посещения собравшиеся провели небольшое совещание. Поскольку рабочий день подходил к концу, председатель Комитета Госдумы отметил, что не станет нарушать установленный законом распорядок. Время 16, почти 55, пятница, в соответствии с трудовым законодательством, 17:00, рабочий день должен быть закончен. У вас висит стенд внизу, где висит цитата Ахмата Кадырова. Я дословно не помню, но примерно она звучит со следующим смыслом, что социальная защита – это не просто наша обязанность, это долг перед совестью. Вот начнем с того, что мы будем защищать работников социального и пенсионного фонда. По словам Ярослава Нилова, в ближайшее время фонду предстоит выполнять дополнительные функции в связи с принятием закона о дополнительной семейной выплате с 1 января 2026 года, а также с индексацией пенсии работающим пенсионерам. Когда сюда визит наметился, в Чеченскую Республику, первым делом, что я хотел бы сделать, это посетить социальный фонд. Почему? Потому что та идея, которую год назад мы в рамках Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, в рамках выездного заседания в Кабардино-Балкарской Республике обсуждали, посещая также клиентскую службу социального фонда и вообще обсуждая вопросы последствий объединения пенсионного фонда и социального фонда. У нас же относительно недавно произошло объединение. И в рамках этого обсуждения родилась очень интересная идея, которую точно теперь, посетив Чеченскую Республику, я знаю, что нужно реализовывать в других субъектах Российской Федерации. Когда у нас в одной клиентской службе можно будет получить в том числе и те услуги, которые оказывает сегодня МФЦ. Председатель Комитета Госдумы высоко оценил потенциал Чеченской Республики и развитие инициатив, обсужденных социальных вопросов и нововведений. Валентина Гусевская, Мадина Нуцалчиева и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. В День памяти и скорби в Грозном прошла памятная акция «Огненные картины войны». Ежегодная международная акция «Огненные картины войны» проходит в рамках федерального партпроекта «Единая Россия. Историческая память» по направлению культура, истории, традиции, народной программы партии. Традиционно картины из свеч в
Память о павших в борьбе с фашизмом зажигается в более 100 городах воинской славы России. В Грозном памятная акция состоялась на площади имени Кадырова у стелы «Город воинской славы». В ней приняли участие официальные лица, а воспитанники детского дома творчества Ахматовского района Грозного зачитали стихи, а также исполнили песни и танцы. Память погибших участников Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Далее волонтеры расставили и зажгли свечи, которые отразили инсталляцию огненной картины. По традиции на ней отражены нефтяной станок-качалка и самолет советской авиации, символ вклада чеченцев в Великую Победу. Именно здесь производилось авиационное топливо, которым снабжались самолеты советской армии. Также из свеч выставили лозунг «Грозный помнит». Сегодня нам удалось сбросить все ярлыки, все стереотипы, которые были искусственно навешаны на наш народ. Сегодня нам удалось доказать, что чеченцы, они всегда были защитниками нашей Родины, всегда стояли на страже наших национальных интересов, в том числе в Великую Отечественную войну, когда десятки тысяч представителей нашего народа, они отправились на фронт защищать нашу страну, когда практически весь народ здесь в республике работал для обеспечения всеми необходимыми ресурсами, значит, фронт Великой Отечественной войны. И благодаря, опять же, пути нашего первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, мы сегодня доказали, что мы никогда не были ни предателями, ни бандитами, ни террористами. Чеченский народ поистине является защитником нашей Родины. В Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации обсудили межнациональные отношения. Ежеквартальное заседание Общественно-консультативного совета при главе Чеченской Республики прошло под председательством руководителя ведомства Ахмеда Дудаева. Главной темой стало проведение татарского национального праздника Сабантуй, который пройдет 30 июня на центральной площади Грозного. Это значимое мероприятие, которое необходимо провести на высшем уровне. Также обсудили работу Министерства по сохранению и укреплению российских духовно-нравственных ценностей. Для нас является большой гордостью, что мы живем в такой стране, где уходят аналогичные указы президента. В частности, я ознакомлен с этим указом. Президент в своем указе подкрепляет еще раз, что брак в Российской Федерации – это союз между женщиной и мужчиной. То есть такие основополагающие вещи, они утверждены в этом указе. И мы гордимся, конечно, что мы живем в такой стране. Вопросы нацполитики, в принципе, мы знаем актуальность, мы знаем, какие вызовы стоят перед нами, перед республикой, в частности. Надо проводить разъяснительную работу со всеми национальностями, руководителям национальных культурных центров, разъяснять аспекты, касающиеся специальной военной операции, духовно-нравственного воспитания. Да, это у нас получается, потому что у нас есть глава республики, Рамзан Ахматович Кадыров, который нам обеспечивает все необходимое. В любой момент звоните, обращайтесь, всем, чем можем, поможем. В Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации также прошло заседание рабочей группы по делам казачества. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы его развития в регионе. Стоит отметить, что успех решения тех или иных задач во многом зависит от эффективного взаимодействия местной исполнительной власти и руководителей обществ. На встрече подчеркнули, что благодаря духовному и культурному воспитанию в республике царит стабильность и благополучие. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.